И еще про Прилузье. Молоко венгерских буренок, которые поступили туда осенью прошлого года, уже на реализации. Напомним, высокопродуктивный молодняк галштино-фрисской породы в количестве 145 голов обошелся предприятию «Южное» в 165 тысяч рублей за единицу. Впрочем, пока делились и стали давать молоко лишь 40 из них. Качество, говорят на ферме, более чем. Кстати, в ближайшие 5 лет Минсельхоз намерен целенаправленно развивать молочное животноводство. За последние 2 года с господдержкой открыто 14 объектов для разведения крупного рогатого скота. Помимо субсидий на строительство, это еще помощь и на закупку самих буренок. Об этом курирующий отрасль вице-премьер рассказал на встрече с членами общественной палаты. Если, допустим, килограмм стоит 140 рублей живого веса, да, мы 70 рублей мы даем за счет бюджета. Это хорошая существенная поддержка для тех, кто занимается именно племенным скотом. Не просто скот, а именно племенным скотом. Сегодня строительство производства на 3000 голов возможно в селе Пойолдино Сысольского района. Сделать это там позволяют имеющиеся земли. В Усть-Куломском районе вероятно возведение фермы на 200 мест в Помоздино. Перспективы есть и на севере. Можно модернизировать ферму в Дутово под Двухтылом и отстроить небольшое производство на 100-200 коров в поселке Мутный Материк под Усинском. Впрочем, пока это даже не планы, а мысли, отметил министр. Спросили общественники и про развитие оленеводства. Здесь Анатолий Князев привел опыт работы наших соседей из НАО, за которыми внимательно, как оказалось, следят в Коми. Они подняли субсидии на одного оленя, на содержание оленей. В итоге оленеводы посчитали, им резать на мясо, сдавать оленину было невыгодно, лучше получали субсидию. В итоге они нарастили поголовье там до 600 тысяч голов, получают большие субсидии, а пастбища-то сели, все, они к нам заходят сейчас. Олени стали как козы, они не растут, не хватает кормовой базы. Оттого наращивать поголовье оленей у нас пока не планируется. Все из-за той же кормовой базы. Оптимальный вариант – это около 100 тысяч голов. Этой цифры республика пока и придерживается.